Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Сквозь судьбы». В ней деятели искусства, артисты, художники, представители сферы культуры рассказывают нам о том, как сотворить свою собственную жизнь, то есть творческий путь. Сегодня в этой студии Ольга Николаевна Туктарева, художественный руководитель прославленного фольклорного коллектива «Бурановские бабушки». Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте. Можно я буду вас так называть? Хотя я уверена, что Ольга Николаевна говорят именно потому, что чувствуют большое уважение, чувствуя вашу какую-то вот натуральную природу, вот искреннего человека. А я это связываю с бабушками, потому что я все время с бабушками, и мне кажется, чтобы не обижать их, бабушек, чтобы ко мне обращаются по имени и отчеству. И я тоже уже привыкла. Вот скажите, пожалуйста, ваша малая родина глубинка Удмуртии. Что, может быть, какие ее изюминки, особенности вы любили с юности? Что вы ощущали такого неповторимого еще до того, как Буранова прославили бурановские бабушки? Ну, во-первых, песни, наверное, потому что у удмуртов песни это и психолог, это излить душу, и боль излить. Потому что говорят между собой очень мало, рассказывают то, что внутри очень мало, делятся сокровенным очень мало, только через песню. Так получилось, что у нас папа рано умер, и осталось нас 4, и мама воспитывала нас одна. И я помню всегда, она пела. И мне повезло еще с бабушкой. Нас воспитывала бабушка, мама все время была на работе. И если какие-то работы, она всегда в песне, и бабушка тоже. Поэтому я среди песней выросла. И все праздники, которые проводились в деревне у нас, это маленькая такая деревенька недалеко от Буранова, в 7 километрах Бурамажга, чисто удмуртская деревня. И там свадьбы, всякие вот такие традиционные праздники проводились, и всегда пели. Еще мне кажется, что у вас вот к слову, к языкам способности. Тоже нет, с детства? К языкам нет у меня способностей. И потом я жила возле речки. Домик у нас был возле речки, даже возле 2 речек. Одна впадала в другую, и вот в этом уголочке между речки я жила. И когда меня кто-то обижал, я была очень обидчива. Чувствительный слишком ребенок. Может быть, да. И когда я обижалась, я побегала к речке, и поплачу там, и фантазируете. Да, и, видимо, с водой это все уходило, и мне становилось легко. И когда даже сдавала экзамены, я уходила туда на реку и готовилась там. Как вы определили, что делать дальше? Почему возник большой город Пермь и там институт? Пермь совершенно случайно выпал в моей судьбе. Я не знала, куда идти. К своему стыду после 10 класса. Такая неопределенность была, конечно, да, в юности? Конечно, конечно. И что вы выбрали? И был педагог математики, и она говорит: тебе дорога в культуру. Есть такой институт культуры в Перми, попробуй. И получилось, что я по целевому набору прошла в этот Пермский институт культуры, не зная, на какой факультет я иду. 3 дороги для меня было. Я не могла ни на хореографический, в силу того, что я не училась, ни на дирижерское, Там нужно музыкальное образование. Да. Оставалось быть методистом, библиотекарем, либо режиссером. Как не стыдно, но я не знала, кто такой режиссер. Я училась в сельской школе, театра у нас как такового не было. И поэтому я не знала эту профессию совершенно. И мне просто слово понравилось — режиссер. Но надо было доучиться, а потом вы могли, наверное, выбирать, но вы же снова вернулись в Удмуртию. Да, учеба была очень сложная, потому что там надо было быть начитанным, и надо было знать все эти театры, спектакли эти видеть. Я никогда То есть не еще выезжала. и краткий курс русской культуры, особенно вот такой театральной, специфичной. Да. И хорошо, что я уехала далеко, я не могла каждую субботу и выходные приезжать домой. Вы тратили на учебу. И все это время, да, я сидела, я ездила, мы не пропускали ни спектакли. И время было очень хорошее, когда все было уже разрешено. Появился Тарковский со своими фильмами, был киноклуб интересный, очень все запрещенные фильмы, да, просматривались и обсуждались, что главное. И все мы, вот эти зеленоротые студенты, сидели и слушали, открыв рот, и
и фильмы пошли, и литература пошла, и как раз вот в тот момент я обучалась, и мне это очень сильно помогло. И рок там, расцвет рока был сильнейший на тот момент, и Гребенщиков, и Алиса, и кино, они были как раз на взлете, и время было хорошее. Вот вы не раз отмечали в своих интервью, я просто хочу процитировать, говоря о коллективе, которым вы руководите уже больше 10 лет, бурановскими бабушками, что не стремились к славе и популярности, что таких ансамблей, в общем-то, по стране сотни. Конечно. Но судьбе было угодно, что известными стали мы, говорите вы в этой цитате. Но вот какие именно знаки судьба подавала? И насколько тут опять можно говорить о неучастии бурановских бабушек, всего коллектива и вас в том числе? Вы же тоже делали свой выбор, чтобы вот все-таки оставаться и сейчас оставаться гастролирующими артистками, которые, да, конечно, продвигают Удмуртию, но уже и Россию. Но у нас ведь с вами каждый день выбор. Да. Вот я в последнее время особенно это остро ощущаю, потому что очень насыщенная стала у меня жизнь. И каждый день хотя бы маленький, но выбор постоянно приходится делать. И, конечно, маешься. Конечно, сомневаешься. И с бабушками тоже, с этим коллективом получилось, я бы сказала, не то, что случайно, это и случайно назвать, наверное, уже нельзя. Вы уже работали, вы уже один раз Да. коллектив показывался в финале национального отбора на Евровидении в 2010-м. Причем песню пели аутентичную свою из Буранова. И вообще Правильно? выход в Москву, он получился, он спонтанный получился, просто нас заметили, я бы сказала. Но чтобы заметить, для этого уже потрудились хорошенько не только я, но и все бабушки, и вообще наш весь коллектив, который работает, и, я бы сказала, даже жители села, потому что у нас очень интересное село. У нас такие личности живут, как Зоя Михайловна Лебедев. Это вечный, как бы сказать, вот... Это тот человек, который не дает мне спокойно сидеть и почивать на лаврах, потому что я должна каждый день думать, а вот если так сделаю, правильно ли это будет, по моей совести ли, по душе ли это будет. И такие люди же нужны. И помимо нее очень много хороших людей у нас живет, очень интересных, глубоких и творческих. И вот это Который, вот может быть, не так известный, как Конечно. Зоя Лебедева, которая теперь, конечно, как актуальный художник, тоже по всей России известна Да, уже. конечно. Есть замечательные у нас педагоги, краеведы, которые больны просто селом, потому что село старинное, богатая история, было волосным центром. Сколько сотен уже Буранова лет? Больше 150. Ага. Вы действительно сейчас попали немножко в другой мир, о котором мне, откровенно говоря, вот сейчас у вас лично даже спрашивать неинтересно. Это, видимо, такое испытание. Вот. Да, я понимаю, думаю, что вы это так такое как-то испытание, относитесь к да, этому. это испытание, потому что это совершенно другая жизнь. И там люди немножко живут по-другому. Я думаю, что их нельзя не осуждать за то, что они так живут, не восхищаться, что они так живут. Ну вот так они живут. Вот вы имеете в Это виду принимать сейчас, такие, да, какие они есть. шоу-бизнес. Но тем не менее, вот уже сколько лет вы вынуждены все равно соприкасаться, эта работа тоже Да, становится конечно. ваша. Но слава богу, мы-то здесь вот именно видим вас с той же стороны. То есть никаких корон на головах не возникло. В частности, там у вас даже и проблесков не видно, никаких звездных заболеваний. Что для этого нужно, чтобы так сохраниться? Меня это просто восхищает. Просто, знаете, когда с человеком встречаешься, даже из Москвы, из шоу-бизнеса, прежде всего бабушки видят в них просто людей. И я этому и у них учусь, потому что они сначала людей оценивают просто как человека, а не как представители чего-то там. И тогда, когда бабушка обращается к тому самому же Тимати просто как к своему внуку, он волей-неволей вынужден становиться внуком. И это же здорово. И я подумала, что в силу обстоятельств они вот такие. Я очень хочу задать этот вопрос, вы меня простите за него. Вот каково это быть бурановской бабушкой, хотя вы женщина молодая, в расцвете сил, вот как вы сейчас улыбаетесь, мне ласково и прекрасно. Я вспоминаю, как я смотрела с Дибровым программу «Как стать миллионером», вы с Галиной Николаевной Коневой, и он просто не мог вас называть по имени и отчеству, потому что вы его намного моложе, он к вам Оля. Каково это? Я ощущаю себя чуть старше, конечно, уже своего возраста, потому что очень много лет я с бабушками. Но мне везет то, что у меня есть свой детский коллектив, театр детский. И я с ними, и там я уже просто ребенок, потому что невозможно с ними, с детьми не быть
ребенком, потому что, ну, иначе нельзя с ними быть. Особенно с современными детьми. Если ты там закрываешься от них, ты уже все не свой человек. Поэтому меня выручают дети. Слушайте, а вот сейчас декабрь, впереди Новый год. Мне хочется, чтобы вы тоже вот развеселились, рассказав о том, что в Бураново это все-таки, наверное, как-то по-другому встречается. Новый Мне год, нравится, веселье, что у нас праздник. село небольшое, мне нравится, что мы друг друга знаем. Мне нравится, что вот идешь по улице, и мне надо за час выходить на работу, хотя я 15 минут всего в дороге трачу, если вот идти сразу. А тут я иду, с каждым встречаюсь. У каждого какая-то новость, у кого-то там родился теленок, там у кого-то что-то там, кто-то приехал в гости. И это вот вообще не проходит целый час, я иду на работу. Но для меня это приносит колоссальное удовольствие. Я очень люблю наши... Вообще я людей люблю, мне нравится. А праздник на самом деле проходит вот И где-то в праздник центре, у Дома культуры, да? Да, и вот мы пытались проводить 30-го, но не получается. В Бураново традиция 31-го, день в Всем день. селом 31 Да. декабря в Бураново Да. мы приходим в Дом культуры. Все после бани чистые, ухоженные, аккуратные, с семьями, с детьми приходят в клуб. Проводим сначала представление, мы готовим, наша молодежь готовит. Из сцен, кстати, деревенской нашей жизни, кого-то там, в чей-то адрес какие-то там слова звучат. И вот таким образом, ну, правда, форму мы меняем, но это проходит все вместе. Люди уходят потом домой, встречают Новый год В семьях, в семьях. в домах. И потом обратно после полуночи возвращается до 6 утра, танцуют. Там уже горки, танцы, да? Да. Снежки. Мне это нравится. Это Бенгальские душевно, огни. тепло и хорошо. Мне все-таки хочется, чтобы вы несколько слов сказали в преддверии праздника. Вот Ольга Туктырева. Я бы сказала, наверное, одна из любимец уж нашей телерадиокомпании. Точно в республике известный человек. Ну, вот как будто бы вы от стен Кремля. Президентское поздравление. Что бы вы сказали нам, всем россиянам и, конечно же, нам, удмуртам, жителям Удмуртии? Мне кажется, надо верить в светлое, и не надо грустить, если что-то не получается. Чтобы мечта сбылась, раньше же говорили, мечтать вредно, а я поняла, что мечтать не вредно. Если хочешь чуть-чуть ради этого поработать, надо работать и радоваться тому, что ты работаешь. И мечтать. всё. И мечтать. Да. Спасибо. Ольга Туктырева, руководитель прославленного коллектива «Бурановские бабушки», сегодня приняла участие в программе «Сквозь судьбы». Не знаю, как вы, а я очень этому рада. С грядущим годом культуры я поздравляю Ольгу. Вам желаю, чтобы и к вам судьба была добра. До новой встречи на телеканале «Моя Удмуртия».